общем, будем говорить о... Я, знаете, вот за все время своего блогерства, наверное, должен сказать, что на данном этапе, мне так кажется, скорее всего, в вот это вот обозримом будущем Бурятия, как и, ну, кроме Кавказа, я думаю, там реально ничего не получится. Сейчас буду объяснять, почему. Так что пока подключайтесь, будем разговаривать, общаться. Да. И объясню, почему я так стрим свой назвал. Лягушка сварилась, теперь надежда только на внуков. Недавно... В общем, смотрите, давайте вообще посмотрим на ситуацию, которая там происходит в Бурятии. Согласитесь, что, ну, я так понял, там не такая проблема с бензином, но тем не менее, все равно проблема с бензином имеет место быть, с инфляцией тоже. Ну, по сути, знаете, это не главное вообще. Даже если голод там начнется, ну, он в какой-то момент все равно начнется, в принципе, это не самое главное. Это вообще даже и не суть, я бы так сказал. И по поводу этого, по сути, даже и не надо париться. Это вообще вредная херня на самом деле. Все рассматривать только в русле, как сказать, каких-то экономических там проблем, еще чего-то. Все это херня, по сути, по большому-то счету. Это не стоит внимания. Тут другой принципиальный вопрос. И это тема, которую я, к сожалению, пока не могу пробить. И у меня такое ощущение, что уже этот вопрос будет решаться с другим поколением. Потому что это поколение, оно, видимо, оно уже точно все. Ну, старшее поколение, там уже ловить нечего, это 100%. Потому что, к сожалению, они унаследовали от русского мира всевозможные отмазки для себя. Начиная от того, что вот, ты тут был, ты там ничего не говорил, хотя я говорил, и на митинги ходил. И, в общем-то, у них там миллион причин всегда найдется как-нибудь отмазать себя. И видите, с такими людьми, у которых такая психология, невозможно ничего сделать. Я не знаю, зачем они вообще меня смотрят. Если такие есть, лучше отпишитесь и все. Как бы мне такие подписчики... Ну, это просто балласт какой-то беспонтовый, который ничего не делает и ничего не будет делать. И будет просто болтаться и все. По сути... Ну, у меня вот, знаете, в последнее время действительно складывается мнение, что вот Кавказ, он точно, я так считаю. Просто смотрите, я недавно посмотрел видео, и... Ну, и у меня совсем как бы... С одной стороны, я порадовался за то, что там на Кавказе происходит. С другой стороны, мне стало грустно, что у нас полная тишина. В общем, там была такая онлайн как бы конференция по поводу будущего. И в формате... Там многие вопросы обсуждались. И вопросы военные, вопросы экономические. Самое главное, что у них уже есть это
воинские соединения, да, различные, которые уже обсуждают, какая у них будет тактика и так далее. Понимаете, у нас ничего этого и близко нету. И даже, как сказать-то, ну, вроде есть вот этот вот намат, да, ну, не знаю, насколько это все, насколько там большое количество. У нас, ну, какой максимум, это вот блоги вести и какие-то выступления беспонтовые в каких-то организациях, которые, по сути, тоже ничего не решают. Все же понимают, что решиться может быть. Вот давайте смотрите просто. Одна самая главная вещь. Рашка со времен действительно Ивана Калиты занимается только одним делом. Это экспансия, оккупация чужих территорий, разграбление. И, по сути, по крайней мере, правящие верхи все это понимают. Ну, по крайней мере, спецслужбы точно. Народ, в принципе, в их культурном коде это тоже все присутствует. Русский народ. Наши народы, я еще смотрю некоторые блоги людей, которые там, знаете, вот недавно смотрел, там какая-то девчонка с мужем, бурятка, вот приехали они куда-то в Шенэхэн там. И, знаете, вот это вот, мне так это надоело смотреть, честно говоря. И они удивляются, что там какие-то буряты на чистейшем бурятском говорят, а вот они типа не знают. И, знаете, они не могут понять, почему. Я просто, понимаете, чувствую, что до этих людей, скорее всего, я не достучусь никогда, что ли. Потому что это люди уже с каким-то сформировавшимся сознанием, мнением. Их невозможно, наверное, переубедить ни в чем. То есть, понимаете, у них нет понимания, что это целенаправленная рашкинская политика по уничтожению других народов, понимаете, оккупации и уничтожению, ассимиляции, русификации, в конечном счете уничтожению. Понимаете, это любой здравомыслящий человек, даже тот же Скрипецкий об этом говорил, что специально наши народы отправляются на эту войну для уничтожения. А наши оставшиеся буряты, которые там сидят, ну, вроде, с одной стороны, они, какой-то интеллект присутствует, что там бизнес там зарабатывают, но глобально я не знаю, о чем они думают. Есть ли у них вообще понимание или еще что-то. Но они, знаете, это как будто в ясельной группе находятся по развитию своему. Так смотришь, так думаешь, блин, вот вы реально тупые или притворяетесь? С одной стороны, грустно, конечно, даже плакать охота от этого, что они такие идиоты. Ну, что поделаешь. И знаете, и с другой стороны, когда я смотрю вот это вот, что на Кавказе там происходит, что люди уже, понимаете, они рассказывают о том, как они будут разные рода войск. Там, понимаете, у них 4 года опыта ведения боевых действий. Они уже приходят к той мысли, что им надо разные кавказские воинские соединения вместе объединять, приводить к единоначалию, приводить к стандартам НАТО и так далее. Я думаю, ё-моё, а мы-то где? У нас вообще ничего нету, ни правительства в изгнании, ни одного хотя бы какой-то роты там, который воюет, еще что-то. И я думаю, и о чем я вообще сижу и говорю? И вокруг вот это все информационное пространство бурятское захватили одни агенты влияния, вот это ФСБ, 5-е управление КГБ. А на чем мы будем рассчитывать вообще? Нам рассчитывать не на что просто, понимаете? Никакой независимостью не пахнет, понимаете? Лягушка сварилась, все, ее варили и сварили. Там остались одни трусы, вот давайте так будем говорить. Потому что, понимаете, это же действовать или не действовать. Вот сидят, что-то мне там базарят. Но я-то действую, в отличие от многих вас. Потому что уехал, начал этот влог вести, говорить об этом. Статью уже поймал. Стал врагом государства. Что вам еще надо-то? Я не понимаю. Что должно вообще еще произойти? Эта информационная война, она не менее важна, чем такая. Потому что, ну, это всем понятно. Иначе бы это все... Само ФСБ бы не тратило бы такие средства на вот эту свою агентуру, подготовку или еще что-то. Они это лучше всего понимают.
Не знаю, знаете, и вот еще какой вопрос у меня к бурятам, которые что-то сидят, высиживают. Знаете, с одной стороны, можете уже расслабиться, да. Если ничего не делали, можете уже реально расслабить булки, потому что все как бы, да, и получать удовольствие, как говорится. Потому что вот даже завтра, если вот, ну, представим теоретически, вот Рашка вдруг рухнула, ну, конечно, она не рухнет. Приезжаю я и говорю, выходите на площадь, мы пойдем там в здание правительства, да, и в здание ФСБ пойдем окружать его там или еще что-то. Кто-нибудь выйдет? Да нет, конечно, так же и будут сидеть, очковать и говорить, ну, не знаю, там, или еще что-нибудь, или телефон вырубят. Поэтому на вот это поколение даже, да, даже на мое поколение, на младшее меня, мне кажется, у меня уже рассчитывать мне на них, наверное, не стоит. Потому что, скорее всего, это уже внуки будут. И то, которые в эмиграции, понимаете? У меня такое ощущение. Вот впервые у меня такая мысль. Потому что мне всегда казалось, знаете, так же, как я, получается, не знал про русский народ, такое ощущение... Ну, понимаете, это логично, с одной стороны. Нашу всю эту людей, этих бурят, которые действительно ходили с прямой спиной, интеллектуальных, их уничтожили в те еще 30-е годы, которые что-то пытались сопротивляться. После этого остались вот эти вот потомки НКВДшников, которые и рулят. И это, понимаете, процесс-то не только с русскими происходил, но и с нашими тоже, с нашими бурятами. То же самое, уничтожали всех думающих или еще что-то, заставляли бояться. Но в конце концов, можно так, знаете, лучше уж и иметь приговор и, как сказать, какой-то это, чем все время сидеть и чего-то ожидать. Я так думаю. Поэтому, понимаете, я уже не верю, что, как сказать... Смотрите, по сути-то что надо? Вот как вы думаете, вот это все рухнет, и если даже, да, вдруг рухнет, хотя оно не рухнет на самом деле. Вот смотрите, вот проблемы там с бензином, с электричеством. Вы что думаете, они восстанут? Они, конечно, не восстанут. Они так и будут сидеть все дома, гаситься, бояться. Почему? Ну, потому что их так воспитали в страхе. И они так и будут сидеть и прятаться там по домам. Не смогут выйти, не смогут ничего. Только будут видео записывать. Что случилось, между собой там драться будут. Но против власти не пойдут. Потому что страх у них там. Ладно. И будут голодать. Вот мне вопросы задают. Как же мы там, сено там или еще что-то, продукт. А вот так вот не будет просто у вас бензина, солярки на вот это все. И все. И электричества не будет, если его разбомбят. И продуктов не будет. Но в 90-е же жили терпилы. Терпели. И при совке тоже сколько этот дефицит терпели. В Северной Корее же терпят. Также и в Рашке будут терпеть. Сейчас, как сказать, у Индии будут закупать бензин в обмен на нефть. А там октановое число очень низкое. Соответственно, машины нормальные, да, ну, иномарки там и так далее, современные, они будут выходить из строя, будут ездить на каком-то дерьме, ну, или по какому-то блату будут, там сразу понятно будет. И так было понятно, да, кто там блатной, а так еще больше будет понятно. То есть более-менее какой-то средний класс, он будет вообще вымирать, исчезать. Понимаете, этим потомкам НКВДшников, царской охранки опричнены на этот народ насрать. Всегда глубоко было плевать, понимаете. Этот народ всегда использовался только для оккупации как ресурс. И, понимаете, со временем ко всему можно привыкнуть. И русский народ к этому привык. И, к сожалению, видимо, я должен это констатировать, и наши буряты тоже к этому привыкли. Что-то гордость куда-то пропала, дух пропал, вот этот вот боевой. Ну, может, кто-то скажет, вот там на войне воюют, ходят. Но это же за деньги, на самом деле. Это же не за свои интересы, это за чужие интересы, за чужие деньги. И ради каких-то благ в будущем. Это не, знаете, это не так, что ты свои собственные ресурсы вкладываешь для того, чтобы бороться, да? Что-то делать. Нет, это не так. Это за деньги.
за чужие интересы. И это не за свое, понимаете? Там, ну, любой дурак понимает, что он там за 6 тысяч километров едет, там не родину защищать. Очевидно. Тем более это вообще не бурятская земля, и там даже не пахнет этим всем. Могут ли они в будущем послужить? Понимаете, это смотрите. Самой даже идеологии нету независимости. О чем там говорить? Нету, как сказать, круга единомышленников. Вот эти вот, думаете, какие-то движения там, РХТН или еще кто-то, но я же вам 100 раз уже раскидывал про них. Если вы, понимаете, если вот этот народ ничего не хочет делать, ну бесполезно, понимаете, их раскачивать там или еще что-то. Хоть, не знаю, хоть что делай, хоть там миллион стримов запиши, ничего не изменится, если сам народ это вот, ну, такой вот балласт стал, к сожалению. Конечно, можно бесконечно заниматься там как сказать, самооправданием и самосожалением, как-то, да, себя жалеть или еще что-то, но это ничего к продуктивному не приведет, ничего хорошего из этого не выйдет. И как пропадал бурятский народ, так и будет пропадать, к сожалению. Пока какое-то осознанное поколение не вырастет. Опять же, как оно вырастет, если воспитывают вот эти вот терпилы, которые все время терпят что-то или еще что-то. Просто понимаете, в этой жизни надо либо что-то делать, либо не делать. Сидеть там и просто ждать смысла нет. К чему-то готовиться, там, к чему готовиться-то? Все же просто. Смотрите, вот, ну, несколько ключевых точек, по сути, надо. Для чего это надо? Вот вы думаете, вот, ну, давайте представим, какой-то кризис начался, даже там потери управления или еще что-то. Но физически-то в правительстве, в ФСБ, в других структурах останутся люди те же самые, что и сидели. Пока ты их оттуда физически не выгонишь всех, ничего не изменится. Кто готов завтра пойти на площадь, выгонять всех из правительства, из ФСБ здания, еще что-то? Это надо, чтобы структуры МВД, вооруженные люди перешли на сторону народа, понимаете? А они тоже все подчиняются кланам как раз-таки этим. Кому они будут лояльны, понимаете? И это не только надо, чтобы одни мусора туда пошли разбираться, это чтобы и народ пошел. Но я не говорю, что там надо обязательно развязывать какую-то мясорубку или еще что-то. Можно просто окружить это все здание, обесточить его, ну и там дежурить, как бы, да. Они рано или поздно, выкурить, короче, все равно рано или поздно выйдут. Ну и плюс обесточить, чтобы они не это. Хотя они могут и физически уничтожить все эти там диски и так далее. Ну, всю информацию, архив. Сжигать начать. Вот этот вопрос тоже надо как-то продумать, чтобы они не успели. То есть вот эти вот ключевые точки, телевидение, правительство, ФСБ, что это, ВСЖД этот, все это надо сразу, почему-то у меня связь прервалась, все это надо сразу блокировать, забирать, потому что, понимаете, без физического контроля этих объектов ничего не изменится. Где эта инфраструктура? Где эти люди, которые пойдут что-то делать? У нас нету никакого военных формирований, понимаете? А где они могут получить опыт, кроме как в Украине сейчас? Нету этого. Вы что, вот какой смысл ездить в ООН там или еще куда-то, что-то выступать? Еще смотрите, вот я посмотрел, мне знаете, с одной стороны мне рад за Кавказ, с другой стороны мне так печально стало за нас. Я смотрю вот это собрание, там одни мужики постарше меня, под 50-60, видно, что с боевым опытом. Это, понимаете, все-таки на Кавказе была война, это совсем другое отношение у них. Наши, если это просто какие-то спящие тела, то там видно, что закаленные в боях люди, которые воевали, умеют в руках оружие держать и так далее. Да? Ну и совсем другая психология. Совсем другие вопросы они ставят. У них нет никаких иллюзий, да, что никто просто так власть эту ничего отдавать не будет. Конечно, они, если надо будет, начнут стрелять. Вы что думаете, на площади Советов не будут, если там просто мирный митинг соберется, не будут стрелять? Будут, конечно, расстреляют сколько надо им. Поэтому никаких иллюзий не должно быть. И смотрю вот этих, да, кавказские эти выступления. Там, ну вот, такие серьезные мужики. Знаю, да, что такое война и так далее.
что такое вообще русский мир. Наших смотрю, одни женщины, которые какой-то бред обсуждают. ЛГБТ, там еще какую-то херню. Просто околесицу несут. Вы что хотите? Вот с этими своими радужными флагами прийти к площади Советов, там просто с вами посмеются, под жопу пнут и все, и скажут, иди домой. Все, иди, у тебя температура. Понимаете? Вот как оно будет на самом деле. Поэтому это бесполезно пока. Понимаете, 4 года псу под хвост просто. Ну, с одной стороны, я вот понимаю, они там действительно в этом у ФСБ сидят и радуются, что они смогли сделать вот эту агентуру, запустили. Ну, правда, их раскрывают, но тем не менее. Агентура действует, работает, не дает сплотиться, не дает... Все под контролем они держат. Так что пока мой уверенность в том, что по-настоящему возможность, шансы есть. Понимаете, смотрите, вот что такое шанс, да? Что такое импровизация? Импровизация — это хорошо отрепетированная, как бы сказать, заготовка, да? То есть, когда ты что-то умеешь, да, ты можешь в какой-то момент взять это и сделать. Если у бурят нету никакого, хотя бы какого-то маленького круга, да, людей, которые это обсуждают, нет воинского формирования, нет силы никакой, как это может произойти? Вот Кавказ видно, да, они там координируют свои силы, объединяются. У них есть силы, у них есть, самое главное. В этих вещах так просто не бывает. У нас что? Вообще ничего. И что вот, допустим, завтра все кончится, допустим, я собрался домой, поехал, приезжаю, меня тут же на границе забирают и увозят. Кто пойдет меня освобождать оттуда? Просто будут ролики записывать, свободу там, и все, как бы на этом все кончится. Лучики посылать мне этого добра, там еще что-то, поддержки. С плакатами кто-то выйдет там за границей, ну и все на этом кончится. И то выйдет для чего? Для того, чтобы, как бы сказать, типа усилить свой кейс, да? Я что, думаете, не знаю всю эту историю, что ли? Поэтому с 22 года, за 4 года не создано, не сделано ничего. Печально все это смотреть со стороны. Но, с другой стороны, понимаете, на Кавказе была война. В Чечне целых 2 войны было, кровопролитных, жестких. Понимаете, это их сплотило, это им дало понимание. И, понимаете, они... Вот смотрите, вот этот вот беспонтовый РХТН этот, да, он же тоже как будто бы 20 лет назад начал что-то делать. И если сравнить с Чечней, вот у них, да, правительство изгнания создали, свои воинские эти объединения создали за эти 20 лет. В Европе их хорошо знают, признают. Это РХТН что делал 20 лет? Ни хрена не делал, просто сидели, что-то, не знаю, гранты проедали, сейчас вылезли и начали отрабатывать, да. Ну, и еще что-то бахвалится просто. Ни хрена не создано за это время. И какую-то околесицу просто несут, какие-то там байки. Это просто бред просто. Просто надо самим себе в конце концов признаться, что ничего нету. Вот и все. Что, сколько можно комедию-то эту ломать? Но другой момент, наверное, в том, что сейчас надо, понимаете, так тоже надо, наверное, понимаете, до этого момента вообще же ничего не было, до 22 года. С 22 года только вот эти мысли про независимость появились. По сути, 90-е я не считаю, потому что это агентура, как его там, Хамутаев, это тоже агент КГБ, на самом деле. Без КГБ там не могло обойтись. Только в 22 году все началось, по сути. И вот 4 года прошло,
какое-то осознание появилось, и теперь, видимо, надо создавать какие-то фундаментальные труды, на которых уже внуки, либо правнуки будут бороться за независимость. Видимо, так. Если вообще этот народ наш останется, как сказать, на этой территории. Но надо просто реально правде в глаза смотреть. Сколько там выметают, сколько, ну, на войну в смысле, сколько уезжает людей, сколько всего происходит. А война, она не кончится скоро. Понимаете? Ну, видите, чем хуже там становится, тем больше они еще тупеют. И тем больше они впадают, как вот овцы какие-то во время грозы, в какое-то в такое состояние анабиозное. А это как бы и естественно. Потому что когда было проще, была и экономическая возможность другая, еще что-то. А сейчас все ухудшается, экономическая возможность хуже, законы более драконовские принимают. Ну и в общем, в целом у людей какой-то анабиоз. Не знаю, даже комментарии, которые мне пишут, это комментарии слабаков. Давайте будем честными сами с собой. Просто что перед собой оправдываться-то, понимаете? Просто надо признать, что как бы эта битва проиграна, даже не начавшись. Да, отчасти из-за, конечно, агентуры влияния, потому что они там что-то пытались, бегали, прыгали, там вид создавали. Но, с другой стороны, можно же было самим что-то делать, действовать. Люди-то сами наши тоже сильно, ну, как сказать, не действуют же, не активничают. Активности нету, давайте это признаем. Этого ламу выпустили, и вот сейчас посмотрим, будут они что-то... Да им насрать, мне кажется. Кто там ничего не будет париться. Хотя лама тоже, Кент, это хамбаламы, это тоже все какая-то непонятная история. Просто понимаете, это власть чекистов, власть НКВД. Они те свои мысли, те свои задумки до сих пор проводят, воплощают в мысль. И это вообще, понимаете, красные линии идет еще вот с этого, Ивана Грозного, Калиты и так далее. Вот эта вот экспансия, оккупация. Поэтому русская история не меняется. Вообще, в целом, ее действительно можно победить, только полностью вообще распылив это государство, уничтожив эту Москву и вот эту вот, как сказать, всю эту идеологию, понимаете? А так, там, Путина сменить или еще что-то, это бесполезно все. Они, видите, распад этот, получается, совка. Ну, может, не хотели, так вышло, но раз они свою агентуру подготовили, вот это 5-е управление КГБ, вот эти Ходорковских всех, вот эти вот консервы, которые сейчас стреляют, работают вовсю, значит, они готовились. И это надо понимать, что это было закономерно, в принципе. Такие вот дела. Поэтому, что тут еще сказать? Надо, вот раз это 22-го года началось только, то сейчас, получается, это борьба за будущее. Действительно, видите, вот это высказывание, оно верное, да, Оруэлла. Кто управляет прошлым, тот формирует будущее. А кто владеет настоящим, тот формирует прошлое, да. Это вот действительно, понимаете, видите, вот прошлое, да, наше стерли нашу историю бурятскую. А в будущем что случилось? Сколько наших бурятов на войну загребли? Потому что у них нету корней, они ничего не знают о себе. Они думают, что вот они, советский народ и так далее, да, они не знают они своей истории, кто они такие. А сейчас у нас что, в настоящем мы контролируем свои настоящие буряты? Нет, не контролируем. Наши настоящие кто контролирует? Режим контролирует. Русский мир контролирует.
Можем ли мы контролировать тогда свое прошлое? Нет. Мы можем ли мы свою собственную историю писать? И понимаете, вот, ну, я согласен, да, надо вот эти вот языковые активисты, что-то бороться, там, на что-то надеяться, там, посильный вклад вносить, там, все такое. Да, это все надо, но надо просто понимать, по сути, рано или поздно русский мир вас все равно одолеет. Начнет вас потихоньку там сажать, притеснять, что-то еще, запугивать. Пока, понимаете, смотрите, когда возмущение у народа есть, у них такая тактика. Когда сильное возмущение есть, они маленько отступают. Когда начинает вот это все стихать, забываться, они начинают приходить за теми, кто много говорил, кто что-то пытался. Понимаете, это такой враг, это такой, который всегда все помнит и который всегда гнет свою линию. Поэтому рассчитывать на то, что вы как-то сможете с ними договориться, это невозможно. Никогда. Невозможно с русским миром договориться. Он будет всегда свою линию гнуть. Пока полностью не его, как сказать, не распылить полностью всю эту идеологию. А представляете, ей сколько? 700 лет этой идеологии. Поэтому это тоже... Да, она, конечно, слабая, да, система эта сама, трухлявая, нищая, технологически отсталая. Но за счет своей вот этой вот тупой силы, за счет того, что они в мясной штурм готовы своих бросать в немеренном количестве, хотя их не так много, допустим, там, как китайцев или индийцев, но тем не менее, им насрать вообще на человеческую жизнь, сколько они, 1 миллион или 10 миллионов положат, им пофигу вообще. Они сколько надо, столько положат. Но тем более, они же не сами идут, они вот это вот быдло отправляют, рабов. А если рабы ничего не говорят-то? У них, конечно, с одной стороны, у них такая вот задача, чтобы они не взбунтовались, да, вот это быдло. С другой стороны, надо их, как сказать, принуждать. Так что ничего, никакого добра вы от этой системы не ждите, ничего хорошего от них не будет. Это я вам 100% говорю. Всех, кто когда-то что-то возмущался, они потом потихоньку, они умеют еще ждать, будут потихоньку давить. Пока народ, как бы сказать, ну, бурятский, я имею в виду, вопросы эти задает, они будут сидеть, помалкивать, отодвинуться. Но потом, как только чуть-чуть поутихнет, они начнут потихонечку всех поддавливать. Всегда так делали они. Так что рассчитывать на то, что можно договориться с русским миром, это бесполезно вообще. Это, понимаете, это такая система, с ней невозможно договориться. А те, кто что-то... Понимаете, я вот, честно говоря, даже не понимаю тех людей, которые, ну, трусят, но все равно зачем-то меня смотрят. Просто... Ну, может, я, конечно, и радикально говорю, но, по сути, вот вы ответьте просто сами себе на вопрос. Завтра, если я, допустим, приеду, ну, даже меня и не примут сразу же, да, на границе не увезут. Но, скорее всего, так будет. Либо меня даже где-то в Монголии, может, задержат, да, чтобы не смог проехать. Вот вы готовы будете выйти на штурм какой-нибудь? Сами себе на этот вопрос задайте. Сколько человек вообще выйдет? Готовы ли вы пойти штурмовать здание правительства, ФСБ и другие здания? Перейдут ли на нашу сторону силовики, у которых оружие? Понимаете? Вот на эти вопросы себе сами вопросы ответьте. Или будете дома сидеть, ждать, пока что-то само кончится, когда все на блюдечке принесут. Понимаете? Туда надо понимать, что если туда пойдешь, можешь назад не прийти. Там они стрелять будут точно. И это, понимаете, наши бы, конечно, вот, кто сейчас воюет, они бы пригодились там. Но я думаю, они совсем под другим контролем, совсем другая идеология. Ну, не знаю даже, как их изменить сейчас. Это какая-то сложная история. Если у них нет желания за Бурятию воевать, что-то делать. Понимаете, они тоже выбрали, получается, вот этот вот, понимали, наверное, что тех, кто готов идти воевать, надо их увлечь за собой большими деньгами.
на свою сторону, так сказать, переманить. Эта система, понимаете, надо еще понимать, что они когда оккупацию других народов начали? Очень давно. У них многовековая история подавления народных восстаний. Ну, я про русский народ не говорю, потому что это в первую очередь его давным-давно оккупировали, и все, и он там уже в стойле. Он уже даже, наверное, не сможет никогда выйти из этого состояния. Я про наши народы говорю. Понимаете, это, конечно же, вся вот эта вот и агенты влияния, все эти кланы, они существуют. Это просто бред, это просто, ну, как сказать, надо быть дураком полным, чтобы это не понимать. Ну, сами подумайте, вы оккупировали столько народов других. Вам что надо в первую очередь? Чтобы они не взбунтовались и чтобы не вышли, не обрели свободу, независимость. Поэтому вы ставите свои вот эту вот жандармерию, да, там КГБ, ФСБ, НКВД, царскую охранку, этих влиятельных наемов на свою сторону, да, привлекаете, чтобы они вам служили, подкупаете их, ставите их как бы во главе, делаете их полностью лояльными. Вот и все. И это получается, понимаете, даже мыслей таких не было до 22 года. Ну, до этого я не считаю, что что-то там делалось всерьез. Это только в 22 году началось. С одной стороны, понимаете, я, наверное, тоже слишком... Я даже сам по себе замечаю, что все равно... Вот смотрите, если бы не война, я бы, наверное, даже не уехал никуда, не эмигрировал. Но сколько людей, которых еще больше, они там что-то сидят, что-то ждут там. Поэтому слишком инерция, очень сильная инерция мышления у людей. Они думают, что что-то боятся, ну просто инертность мышления еще. Не хотят ни о чем думать. Понимаете, чтобы люди готовые... Вот смотрите, вот в Монголии там или здесь, в Корее, да, не сразу же пришли к тому, что вот демократия. Ну, в Монголии быстрее, конечно. Просто они все-таки не были в этом совке. Конечно, у них, ну, прямо такой оккупации у них не было. Хотя тоже пытались, конечно. И вот сейчас у них уже молодежь их способна выходить на митинги, ну, совсем молодежь даже, высказывать свои права, не бояться. Наши что? Наши же вообще же очкуют. Лишний раз лицо свое боятся показать, еще что-то там. Понятное дело, что да, действительно, прессанут там или еще что-то. Я вам просто про мышление говорю. А когда у нас буряты появятся, которые вот готовы будут выходить на митинги, отстаивать свои права, это надо, чтобы новые поколения родились. Когда они родятся, если нету свободы? Такая вот история. Это все тоже не просто, на самом деле. Непростые вещи. Так что на нынешнем этапе, мне кажется... Ну, посмотрим, конечно, сколько война продлится, но пока не похоже на то, что у нас как-то люди пойдут туда воинские какие-то эти создавать. Без силы бесполезно. Я вот говорю, вот, ну, приехал я, допустим, даже каким-то образом не арестовали. Готовы будут люди выйти, чтобы пойти, чтобы понимать, что могут огонь открыть? Понимаете? На этот вопрос себе сами ответьте. Это может быть, как сказать, последний выход в жизни. Многие, скорее всего, дома останутся. Так что, скорее всего, да. Скорее всего, мне предстоит какие-то труды создавать уже на будущее. Такие вот дела. То есть, когда новый шанс предоставится. Пока инфраструктуры нет никакой. Ничего нету. Даже если все рухнет, вся власть все равно под ними будет. И знаете, вот что?
Вы как с ними собираетесь, вот с этими ФСБшниками, с этим Цыденовым и так далее разговаривать? Ну, даже если там проблемы. Они что, думаете, не будут преданными Кремлю, что ли? Будут, конечно. Потому что будут понимать, что рано или поздно, ну, как сказать, Рашка начнет, ну, пытаться завоевать, да, свои территории. Ну, как свои оккупированные территории. И вы что думаете, там можно будет, ну, как вот эти навальнисты беспонтовые, да, думаете, там на какие-то выборы ходить, еще что-то, да, там, фонарик в задницу запихать и светить в небо и думать, что вот что-то изменится? Нет, конечно. Эта система так не уходит. Эту систему надо физически самых главарей посадить, конечно, да. Но я вот из гуманных соображений исходя говорю. Понятно, что более кровожадные люди бы там предлагали их ликвидировать или еще что-то. Но я вот так, как сказать, в соответствии с демократическими э, принципами говорю о том, что надо их, ну, по-хорошему, как вот в нормальном цивилизованном мире, их надо всех посадить в тюрьму, и пусть они отвечают там, да, перед каким-то независимым судом. Но сами они никуда уходить не будут. Понимаете? Это бесполезно. И опять же, смотрите, наше русское население. Они думаете, будут за независимость Бурятии? Нет, конечно. С ними, вы думаете, можно будет договориться вообще? Тоже нет, конечно. Они что, думаете, меньше имперцы, что ли? Они, многие физически бурят ненавидят. Это 100%, которые там живут. А когда этот вопрос начнется, конечно, они станут на сторону ФСБ. Понимаете, это тоже очень сложный вопрос. Как с ними вообще общаться, разговаривать? Конечно, надо будет на компромиссы идти, да, там, в отношении русского языка или еще чего-то. Но это очень тяжелый вопрос, на самом деле, как с ними вообще общаться. Они же будут исходить, видите, я вот с этим разговаривал-то, да, с как его, Антоном этим Сергеевым, о том, что у них-то, они же не будут признавать то, что они оккупанты, то, что они завоевывали, да, нас убивали, уничтожали, геноцидили, наш язык уничтожали, проводники русского мира они же не будут все это признавать. Они будут, как бы сказать, другую точку зрения, да, говорить о том, что это вот Москва, там в Москве неправильно что-то делали, там в Москве вот она всех нас грабит, а так мы вот все хорошие, а так русские приходили и там несли добро, там все такое. Ну, блин, их не переделаешь. Может быть, их детей когда-то, а их точно нет. И, конечно, ФСБ точно на них сделает ставку, чтобы национальный конфликт развязать. И выставить потом виновных как раз-таки бурят за то, что вот буряты, националисты какие-то пришли. Ну, хотя националисты это неплохое вообще определение, но вообще вот скажут, вот какие-то нацисты там устроили провокацию или еще что-то такое. Вот как это все будет в реальности. Поэтому это вопрос, конечно, очень сложный на самом деле. Но ничего, вы понимаете, мы в оккупации находимся. Это вообще, думаете, простой вопрос, что ли? Выживание. Но пока мы в этой оккупации, наша судьба какая? Нас будут дальше угнетать, отбирать нашу землю, русифицировать, уничтожать на войнах, переписывать дальше нашу историю. Ну, а пока мы в русском мире, мы обреченный народ. Это 100%. Как все эти вопросы решать? Ну, это, понимаете, это вот как... В чем еще сложность-то? Это как вот... Бывают же паразиты в мозгах. Вот если такой... Его и оттуда не вытащить, это ничего не кончится. Тут какая-то нужна, не знаю, хирургическая операция, короче. Такие вот дела. Зачем мы русскому миру? Ну, во-первых,
Самая прагматичная цель — это, конечно, ресурсы, но и не менее важно — это их имперское величие, имперские амбиции. Даже тем, которые у нас живут, они тоже... Я вот помню, москвичей как-то встречал, которые приезжали на Байкал, и это там говорили: вот, это все наше, там, и так далее. Понимаете, вот это вот шовинизм этот весь из них прет. То, что они считают: вот, мы все это оккупировали, завоевали. Вопросы, конечно, очень сложные. Даже мои знакомые есть, которые говорят: вот, типа, если Бурятия независимой станет, ну, я про русских говорю, мы там уедем, еще что-то. Ну, типа, мы же русские. Даже со своими знакомыми у меня не получается этот вопрос. Ну, то есть у них даже мысли нету, что они должны будут как-то пытаться получить гражданство в Бурятии, учить бурятский язык, что-то такое, короче, признать историю. Они вот это вообще в штыки, что, как сказать, они не могут это принять, понимаете? Это может даже до конфликта дойти, если мы начнем это углубляться. Но здесь уже, видите, невозможно... Ну, я же не могу сам себе врать. И не могу в разговорах с людьми тоже, как сказать, теперь, зная правду, да, вот так вот притворяться, да. Ну да, типа, ну как, это уже все не получится, невозможно. Такие вот дела. Это непростые все вопросы. На эту каденцию, как бы, да. Мне вот до вот этого момента, пока я не посмотрел это видео, мне еще казалось... Ну, понимаете, несколько моментов сработало. То, что я начал более-менее изучать историю Кореи, как это все непросто у них делалось. Понимаете, они-то все это прошли. И оккупацию японскую, и этот, как его там... войну, да, гражданскую, потом этот, как его, тиранию эту, да, автократию. И это тоже не так быстро все делалось. Очень долго все шло. И то, понимаете, там, может, здесь до сих пор была бы автократия, если бы не чудесным образом... Ну, у них, во-первых, НКВД все-таки не было. У них она такая, можно сказать, молодая автократия была. И ну, в самой истории же Кореи не было вот этой вот оккупационной всей этой идеологии и так далее на протяжении стольких сотен лет. И еще этот сотрудник, этот ЦРУ, ну, он сам кореец, но он, который застрелил этого диктатора, он, правда, сам хотел, как бы сказать, рулить. Может быть, он и хотел тоже автократом быть, но так получилось, что его посадили тоже. По-моему, смертная казнь у него была даже. Короче, это не из-за того, что он такой вот, знаете, как сказать... Ну, опять же, может быть, у него действительно какие-то хорошие мысли были, но, вероятнее всего, он сам хотел захватить это кресло. Такие дела. Такие дела. Поэтому потом вот эта вот реакция людей на вот это первое, то, что я историю Кореи начал изучать, потом то, что люди, ну, аморфные, да, до сих пор. На 5-м году войны у них до сих пор ничего, как бы сказать, не могут 2 + 2 сложить. Ну и то, что вот это вот кавказский пример, для нас это просто, ну, печально вообще. У них, понимаете, все эти с окончания Чеченской войны, все эти процессы шли, они в Европе там, как сказать, работали, в Украине они, воинские их соединения воюют, есть они, сейчас они объединяются, изучают технологии новые, по стандартам НАТО хотят вооружиться, укомплектоваться. У нас вообще ничего нету, у нас вообще ноль полный, понимаете, даже минус, потому что агентура везде. Но это надо было полагать, что агентура будет. Такие вот дела. Я даже не знаю. Ну, понимаете, все бросить тоже нельзя уже. Теперь надо работать на будущее, я так понял. Ну, сейчас надо просто самому себе признаться в том, что ну, ничего нету вообще, полный ноль.
И даже если представится окно возможности, но а где? Кто пойдет? Кто завтра выйдет на площадь? Ну, допустим, я завтра приехал и записываю видео, говорю, все, выходим. Там 1 000 000 просмотров, сотни тысяч лайков, ни одного человека на площади. И все смотрят в эфире, да, что я там делаю. Вышел один на площадь, и все, и тут же меня приняли. Вот так, скорее всего, все и кончится. И потом будут где-нибудь за границей записывать ролики, там, Свободу, Баиру, да, для того, чтобы себе кейс укрепить. Такие дела. Потому что сознание такое у людей. Не готовы они ни к риску, ни к чему. Их приучили бояться. Понимаете, это репрессии не просто так делались. Расстреляли, убили, запугали. И новое поколение росло с этим страхом. И не может себе его преодолеть. Вот оно, суть вся. Народы с детства делают прививки, там есть вещество, подавляющее волю. Да какие прививки? Это, ну, комплекс мероприятий получается. Фильмы всякие там и так далее. Без вооруженного сопротивления ничего не будет, брат. И ты это... Чё? Ты это, брат, лучше меня знаешь. Ну да, я согласен полностью. Рашка, парашка, чё, слава Украине. Китай леса рубят для строительства города для себя. Ну, Китай, конечно, потому что Рашка не способна себя... Понимаете, он умеет хорошо рабов удерживать, этот русский мир, а что-то созидать, что-то делать нет. И у них, по крайней мере, пока есть ресурсы, пока они их будут продавать. Вот как-то так. Ну, в принципе, им, понимаете, они всю жизнь так и жили. Оккупировали чужие территории, разворовывали их. И людей использовали как этот. Вот и вся их, как бы сказать, идеология всего этого русского мира. Они что-нибудь когда-нибудь создали, что-нибудь сделали? Нет, конечно. Сэмбэна, Баир, как у вас в Улан-Удэ, я с Иркутска. Ну, я не в Улан-Удэ, естественно. Давно бы уже посиживал. Даже у меня сколько? Ну, минимум 5 лет уже есть срок. Но если реально там оказаться, сейчас он сразу до 20 минимум вырастет. 25, наверное. Такие дела. Там сразу какие-нибудь новые дела возбудятся. Какие дела? Не падайте духом, бурят, сражайтесь, поборите. Ну, согласен, но надо тоже, видите, все-таки в Украине, видите, своя армия. Сейчас она признана самой сильной в Европе армией. Народ большой, да, власть своя мощная, СМИ. У нас-то такого нету. Пока все печально. Народ, понимаете, Украина, Казахстан, страны Балтии 30 лет без диктатуры в свободе живут. Мы-то все эти 30 лет деградировали вместе с русским миром, к сожалению. У нас разные... Наш народ еще вообще, он получается совковый какой-то со своими... Я говорю, у них, как знаете, какие-то наивные мысли такие, записывают видео наши буряты молодые. Я говорю, там, ой, почему мы бурятские не знаем, а шанхэнские буряты, ну, которые во внутренней Китае живут, внутренней Монголии, знают. Блин, я им пишу там комментарии, что это специальная политика Рашки по уничтожению языков. Но они, понимаете, все равно, там еще, знаете,
такая наивность вообще. Они, не знаю, как в какой-то параллельной вселенной как будто живут. Они вообще не задумываются пока ни о чем. Видимо, знаете, вот Украина сплотилась, потому что из-за вот этого вот печального, да, факта, но это война. И Чечня тоже, да, начала сопротивляться. Видимо, пока каждую территорию не начнут бомбить, они так и не будут ничего понимать, что ли. Как-то так, когда не начнут прямо уничтожать. А так нет пределов манипулированию, видимо, и обману. Такие вот дела. Ну и все-таки в Украине, я думаю, сильная все-таки была своя вот это вот стремление к независимости, как-никак. У нас пока, вот давайте честно признаем, пока слабо. Пока не знаю даже. Такое чувство, пока что-то хрен его знает даже. Наверное, следующее поколение только. Но понимаете, у нас слишком поздно это все началось. Вот я говорю, только в 22 году все это началось. Вот это вот. Всего 4 года прошло от того, что хотя бы мысли появились о независимости. До этого не было ничего. Ну, давайте честно будем говорить. Были какие-то за права там бороться. Я сейчас вспоминаю себя даже, думаю, блин, это вообще такая херня, думаю. Там против Конституции что-то еще. Это вообще, понимаете, тут такой режим кровожадный, да, тут убийцы эти, НКВД, ФСБ, это, понимаете, это вот, ну, маньяки реально, это мафия. И ты с ними там пытаешься что-то про выборы говорить, они просто смеются над тобой. Там, это, понимаете, это как с маньяком реально что-то пытаться ему про права человека говорить. Маньяк просто, знаете, он... На одного взгляда хватит, да, чтобы все понять, что он имеет в виду. Такие вот дела. Крым наш пишет. Не, вот как раз Крым-то скоро станет реально украинским, потому что там, ну, всю инфраструктуру осталось только мост это разбомбить и все. И конец. Это называется политическая инфантильность. Это именно так воспитывается в Киеве сейчас. Да, согласен полностью. Полностью согласен. Но, видите, это влиять, это очень тяжело. Это получается... Я сейчас, как этот, диссидент же есть, вот типа такого. Но пока еще доступ есть там к интернету у них. Но это тоже... Скорее всего, все, видимо, катится, вот Рашка катится, видимо, к этому... к лагерю с закрытым интернетом полностью отрубленным, частично без электроэнергии, без нефти, без бензина. Ну, короче, Куба. Машины будут там ездить на, ну, такие, типа Жигули какие-то беспонтовые, типа такого, которые могут на низкооктановом бензине ездить. Да и самого бензина-то там не будет. Ну вот реально вот сейчас ролики ВИИ создают же, там эти лошади всякие там, все такое. Видимо, к этому все и идет там в Рашке. И, блин, видите, надежда была на то, что они как-то начнут там бунтовать, но они не способны на бунт. Понимаете, они тоже стратегически верно сделали, что выгнали всех вот таких, как я. И то, понимаете, я всегда думал, что я, как сказать, ну, очень слабо все делаю, да. А оказалось, что чуть ли не самый радикальный, наверное, если не самый, в конце концов. Потому что остальные, оказывается, агентура. Этот Даржо Дугаров. Ну, как бы он, понимаете, у него такая идеальная вообще, чисто ФСБшная биография. На Ходорковского работал. Ходорковский кто? Ставленник КГБ, 5-е управление КГБ. Туда просто кого-нибудь брали, что ли, в ЮКОС. Потом в «Открытой России» работал этот, как его там, Дугаров этот. Ну, то есть там как не работал, а посещал ее, еще что-то. Ну, это понятное дело, что заранее готовили. Это, понимаете, это власть чекистов, НКВДшников. Они к власти никого не подпускают близко. И в такие вот политические вещи никого, кроме своих, они не подпускают.
Вот вы эту международку посмотрите, эту Олесю, эту Алену Курбанову с этим, с Юнусом. Он же все раскидывает там, как есть. Человек, который сам в этом аппарате советском работал, все в курсе, как все это было. Так что тут, понимаете, в этом плане, вот они создавать что-то, делать, да, что-то для людей делать, они не умеют, чекисты. А вот всякие там операции, там все такое, это вот у них, это их работа. И сейчас для них, я думаю, даже сейчас как бы лучше, что ли. То есть они наконец-то вот они могут, как сказать, ну, они же живут, понимаете, в этом своем выдуманном мире, где они там сражаются с Западом, у них какая-то большая игра там идет, еще что-то, понимаете, это у них такая вот у них своя мифология у них, вот они там с Западом коллективным сражаются еще. Они же вот это по телевидению говорят, они же сами верят в это все, что вот они там сражаются, что там русский мир там Великая империя, все такое, да, там все они могут. Вот они во все это верят. И для них сейчас лучшее время, по большому счету. У них наконец-то они, вот им кажется, действительно, они воюют, все такое. Ну, в смысле, с коллективным Западом, все такое. Это, знаете, вот не было проблем, сами себе проблему нашли и теперь кайфуют. Ну, кроме этого, они ничего не умеют. Чекисты в 91-93 году под столами прятались? Нет, конечно, они уже вовсю там ОПГ этот под себя брали. Никуда они не прятались. Вон, посмотрите Чигиринского. У него замом был этот Савастьянов. Кто такой Савастьянов? КГБшник по Москве главный. Этот Бабков, да, который этот 5-е управление КГБ. Все они вокруг были, как сказать, сами не возглавляли вот эти вот бизнесы, да, а всяких Гусинских там, Березовских поставили. А кто они были-то? Чигиринские, вот эти все, Березовский. Это же просто были марионетки. Вы что, думаете, там реально была какая-то семибанкирщина? Нет, конечно, не было никогда никакой семибанкирщины, еще что-то там, олигархов. Это просто мистификация была. Всегда власть в их руках и была, у этих чекистов, КГБшников. Никогда они бразды правления не теряли, ничего подобного не было. И Ельцина они сами поставили, и Путина потом. Поэтому это все это чушь полная. Что якобы они там что-то боялись. Никого они никогда не боялись, и сейчас не боятся. Чего им бояться-то? Ну вот, на Кавказ, я думаю, да, там готов. Они потому что трезво оценивают свои возможности. И делают что-то для этого. Остальные нет. Сами подумайте, что им бояться? Кто против них восстанет? Вот эти люди, которые... бензин у них нету, они ничего не могут, кроме как записывать ролик и просто констатировать факт. Они не способны, понимаете? Это вот реально стадо, которое ничего не может. Они не могут за себя постоять, понимаете? Что вы... Вот эти вот, это, понимаете, маньяки будут бояться каких-то стада баранов, да? Нет, конечно. Не надо... Если даже какой-то бунт будет, это вот как вот не зря же называется русский бунт бессмысленный и беспощадный. Почему? Потому что его направляют куда надо. Направят какие-нибудь меньшинства, да, ну так называемые, громить. И вот и выпустит им пар. Всякие русские общины создают. Вот они ходят, якобы там что-то делают, да, как будто бы. А власть-то они не трогают, согласитесь. Даже своих лояльных каких-нибудь коммерсов они тоже не трогают. Так дают им. Поэтому вот если Украина доведет дело до конца и этот режим как-то она уничтожит, но тоже надо ей это или нет. А с другой стороны, другого варианта Украины тоже нету. Почему? Потому что в любом случае, вот это правильно люди говорят, даже перемирие будет, это будет все равно подготовка к новой войне. Это не
это вот реально только все начинается, понимаете? Этот режим не отступит никогда. Это тут схватка не на жизнь, а на смерть. Кто кого как бы ушатает, получается. Они этого не спустят Украине. Украина это должна понимать четко. Если они дело не доведут до конца, то через какое-то время, там, ну даже 5, там, 10 лет, не знаю, все начнется заново. Они просто попытаются санкции снять, деньги нарастить, технологическое вот это свое отставание преодолеть. Но, понимаете, у них из-за вот этого вот головотяпства их вряд ли у них что-то получится, конечно. Но, с другой стороны, будут пытаться. Понимаете, пока эту идеологию, вот это бандформирование, это под названием Рашка, не распылить, это бесполезно все. Они никогда не отступят. А народ этот ничего не решает, там никогда не решал и не будет решать. Его куда отправят, куда ему скажут, он туда и пойдет. Вот и все. И не надо о нем думать, что у него какое-то мнение есть, права или решения какие-то. Ничего. Абсолютно. Nothing. Это все понимают. Ну да. Я тебе даю коллапс. Ну и что будет коллапс? И что? Вы что думаете, они восстанут, что ли, эти люди? Они сейчас восстают. Что они делают? Им просто скажут, ну вот правильно люди говорят, им скажут, ну а зато вас Запад не захватил. Им так скажут, и все. Они скажут, а ну да, действительно. Мы без бензина, без света, без тепла, но зато типа свободные, да, вот то, что Запад не захватил. Им всегда можно наврать, и они всегда будут верить, понимаете? Вы не думаете, что это люди, обладающие стремлением к воле, к хорошей жизни. Это пока это рабы. Когда они изменятся, неизвестно. Это поколение точно нет. Эти поколения даже самая молодежь. Такие дела. Литвиненко написал книгу «ФСБ взрывает Россию» и был отравлен, и его убит сейчас депутат Госдумы. Ну, потому что это контора его уничтожила. Он против конторы попер, они его убили. Конечно, это логично все. Такие дела. Пока наши буряты не начнут принимать реальность, какой она есть, ничего не изменится. А так бесполезно. Пока не хотят. И, понимаете, их невозможно же заставить, если они не хотят, если они не думают об этом. Я ничего не могу с этим сделать. Да и никто не может. Я не знаю, как этот вопрос решить. Видимо, если, не знаю, вот действительно Рашка, ну совсем там что-то с ума спятит, не начнет бомбить все эти города, наши города, тогда только, видимо, как-то так. Ротшильды. Ой, блин, такой бред пишут. Какой Ротшильд в жопу. Ну ладно, в общем, на сегодня, наверное, все. За нахуй, байрла, комментарий.